Друзья, добрый день! В эфире передача «Якутск сегодня» и проведу сегодня его я, Анна Федорова, исполнительный директор акционерного общества «Прогноз» и авторка инклюзивного проекта «Обнимаю сердцем». За режиссерским пультом Николай Слепцов-Айдын и Светлана Вишнякова. Наконец-то в наш Якутск возвращается весна. И как хочется в него ворваться бодрыми, энергичными, здоровыми. И сегодня мы будем говорить о здоровье и красоте. Сегодня у нас замечательные гости-врачи, и они расскажут нам, как сохранить наше здоровье и как восстанавливаться, если это требует ситуация. Итак, девушки, пожалуйста, представьтесь. Давайте, Аиза. Меня зовут Аиза Владимировна Сидорова. Я врач по реабилитационной медицине, врач по лечебной физкультуре и специалист по реабилитационной аэро-йоге. Работаю врачом физической реабилитационной медицины в реабилитационном стационаре для детей. Да, спасибо. И Кристина? Меня зовут Кристина Гаврилева. Я работаю в реабилитационном центре для взрослых по Чайковского 117/2. Я сама врач по физической реабилитационной медицине, врач-физиотерапевт, врач-герудотерапевт, врач-физиотерапевт и специалист по эстетическому и терапевтическому тейпированию. И кандидат медицинских наук. Да, и мы сегодня покажем практические приемы, как делать самомассаж, как тейпироваться, чтобы сохранить красоту. Так что, пожалуйста, оставайтесь с нами, будет интересно. Девушки, как вы пришли к профессию, Аиза? Я пришла в профессию по воле судьбы. У меня первый ребенок сын, родился с диагнозом детский церебральный паралич. До этого я работала участковым педиатром в поликлинике. Но потом, столкнувшись с такими проблемами, я поняла, что надо самому как-то что-то делать, заниматься с ребенком. С ним я занималась 5-6 лет, поставила на ноги и решила уже пойти по сфере реабилитации. Обучилась, получила специализацию дополнительную лечебная физкультура и работала врачом по лечебной физкультуре до прошлого года. Сейчас в прошлом году мы с Кристиной обучились на новую специализацию. У нас появилась врач физической реабилитационной медицины. Во Владивостоке с прошлого года мы врачи-реабилитологи. Да, Иза, спасибо. И мое восхищение за твое мужество и смелость, что ты взяла ситуацию в свои руки и поставила сына на ноги. Спасибо. Кристина, пожалуйста. Я тоже работала сначала педиатром. Мы с Аизой учились вместе в мединституте. Однокурсницы. 1 год проработала участковым педиатром. Потом меня интересовало все такое природное, натуральное, да, как без лекарств можно оздоровиться с помощью ЛФК, с помощью каких-то природных средств. Поэтому решила пойти на врача-физиотерапевта. Я обучилась, потом работала в медцентре очень долго врачом-физиотерапевтом. Затем уже мы обучились с Аизой на врача-реабилитолога. И сейчас работаем врачами-реабилитологами. Мне очень нравится, я прямо нашла свое место, потому что реабилитировать людей, восстанавливать их, это смотреть, как они довольны после этого, да, это вообще, конечно, стоит работать. Мы очень любим свою профессию, поэтому вот так. Смотрите, слово реабилитация, это какое-то такое общее слово. Вы принесли очень много интересного оборудования, пиявки здесь, да, я вижу. Соответственно, пожалуйста, как-то более подробнее расскажите, какие методы вы практикуете. В реабилитации у нас очень много разных направлений. Мы работаем в сфере медицинской реабилитации. Есть еще реабилитация и психологическая, экологическая, социальная. У нас сфера медицинская реабилитация, физическая реабилитация. У нас есть направление, лечебная физкультура, это физическая реабилитация считается, да, физиотерапия, это тоже физическая реабилитация, механотерапия, лечебный массаж,
Герудотерапия тоже туда входит, в реабилитацию. Тейпирование входит, да. Ну, и вот это основа. В основном у нас физическая реабилитация. А вот скажите, пожалуйста, какой алгоритм действий должен быть? Во-первых, с какого момента начинается реабилитация? И если человеку нужна реабилитация, то какой алгоритм шагов? Вообще, реабилитация – это восстановление нарушенных функций организма. Да? Если у человека какое-то нарушение есть функции организма, тогда он уже должен его реабилитировать. Ну, как мы сейчас понимаем, да? Раньше такого слова не было, раньше даже такой профессии не было, реабилитолог, да? Раньше нас лечили врачи таблетками, капали, да? Ну, там где-то массаж, может, делали, ЛФК делали, но вот такой вот качественной реабилитации не было. Сейчас вот есть возможность всем людям, гражданам, у кого есть патология, допустим, опорно-двигательной системы, кто перенес какое-нибудь тяжелое заболевание после перенесенного инсульта, после травм, после переломов, после перенесенной коронавирусной инфекции, да, может спокойно подойти к своему участковому терапевту, попроситься на реабилитацию, и участковый терапевт записывает через центр, единый центр поддержки пациентов, есть у нас «Медведь» программа, да, электронная очередь в реабилитационные центры. В любой поликлинике, даже коммерческой, можно в этой системе записаться. Да, друзья, вы услышали же, да? Зрители, слушатели. Каждый, кто хочет пройти реабилитацию, восстановление своего здоровья, может у своего врача попроситься на реабилитацию качественную через программу «Медведь». Это единый центр сопровождения пациентов. Участковые терапевты знают, да. И потом мы уже в реабилитационных центрах назначаем время и приглашаем на реабилитацию. Вот. А реабилитацию можно проходить и в любое время, там нет такого срока, да, когда можно, вот заболел, выздоровел, и уже нужно быстро восстановиться. А уже когда ты болеешь, уже можно начинать реабилитацию. Ну, обычно какие виды реабилитации вы предлагаете? Вот для взрослых и для детей. Реабилитация у нас в медицине начинается уже с реанимации. Первый день мы снимаем острый период, там инсульты, инфаркты. И чтобы человек стал трудоспособным, а не инвалидом, да, мы начинаем реабилитацию уже со вторых суток после вот острого начала заболевания. Там и вертикализация, и вот велотренажеры, которые работают с суставами, да, против контрактур. Вот первый этап реабилитации – это у нас в реанимационном отделении, потом уже больные с реанимацией переводятся на стационарное лечение, там у нас второй этап реабилитации. И третий этап реабилитации – это поликлиническая помощь, амбулаторно должны лечиться. Направлено на то, чтобы вот раньше как было, да, люди инсультом заболели, в больнице их пролечили, сняли острый период и домой. И отправили домой. И дома они сидят, не знают, что делать, как восстановиться. И инвалидизация была очень высокая людей. И теперь, понимая это, что надо возвращать людей к трудоспособному возрасту, чтобы меньше было инвалидов у нас, больных. И вот такая программа у нас идет. Маршрутизация и специальная, вот так отправляют врачи. Ну, что у детей реабилитация, у взрослых реабилитация, принцип один и тот же, да? Принцип один и тот же, да, один и тот же. У детей только не реабилитация, да, у тяжелых, а абилитация. Абилитация – это появление навыков, которых у ребенка не было. Реабилитация – это когда человек когда-то умел, но утерял во время своей болезни. А дети, никогда не ходившие, например, они не знают, как ходить. И это называется абилитация. Хорошо. Вот вы принесли сюда оборудование. Расскажите, пожалуйста, где применяется и что восстанавливает? Это я принесла оборудование для домашнего использования, да, потому что каждый человек может, в принципе, реабилитацию себе создать дома. Они стоят, в принципе, недорого, можно, доступные, да. Это у нас... Например, покажите, пожалуйста. Например, это у нас ультрафиолетовое облучение. Вот этот кварц, да, можно им облучать слизистую носа, слизистую носоглотки, зева, да, можно убрать вот этот тубус и светить вот при бронхитах на грудную клетку, да, на суставы можно светить, но нужно знать время.
на слизистые, когда мы светим нос и рот, да, зева, то начинаем с 15 секунд. А где вот можно купить вот этот препарат и сколько он стоит? Он называется примерно? Ультрафиолетовый облучатель солнышко. Он продается в медтехнике или товары для здоровья. Стоит недорого, 3 или 5 тысяч. Сейчас точно не помню, раньше 3 тысячи стоило. Так, дальше. Дальше у нас вот Алмаг. Что это? Вот он. Это магнитотерапия. Его можно использовать тоже при всех заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Он очень хорошо снимает воспаление. Это значит, я как должна его накладывать? Она гибкая, да, видите, можно вокруг сустава накладывать, когда включаете, там горит зеленая лампочка. У меня вот болит, я просто вот так вот прям накладываю, можно, да? так, можно вот сустав просто вот так обернуть. Да, обернуть, завязать и 20 минут вот так посидеть. И что это дает? Это импульсные магнитное поле, который снимает воспаление, обезболивает, мышечные спазмы очень хорошо снимает. Можно использовать при остеохондрозе, при спазме мышц. Отличное средство. Я думаю, каждый дом, каждому человеку оно... А против головной боли он поможет? Против головной боли ложим на воротниковую зону, сюда потому вот что так. головная боль может быть из-за того, что спазм мышц шеи. И тоже 20 минут? Там тоже 20 минут. Но мы должны знать, что имеется противопоказания к физиотерапии. Да? У детей, у взрослых, которые состоят на учете у онколога, вообще физиолечение противопоказано. Если киста какая-то есть, такая серьезная, да, миома матки тоже противопоказано. Эпилепсией, люди с эпилепсией тоже противопоказано. Если у ребенка или взрослого высокая температура, тоже физиолечение противопоказано. Друзья, пожалуйста, вы можете принять участие в нашей беседе, задать вопросы гостям по номерам 32 00 66 и 32 11 66. Пожалуйста, звоните, мы будем рады вашим звонкам. Так, а мы продолжаем дальше. Вот какой-то есть. Это массажер. Это массажер. Импульсный массажер, лимфодренажный. Китайского производства. Это убирается. Вот это заряд, это как подставка, заряда, да? Вот так убирается, здесь видите, да? Фирма «Приоритета здоровья» очень хорошая. Покажите, как надо делать. Да, он как вакуумом как бы, всасывается и проводится по всей спине, и тем самым убираются лимфоотеки. Очень хорошая штука. Да. Отеки снимает, да? Мышечный спазм снимает. Просто вот так проводите. А вот покажите на Изи, как это надо делать. Сейчас направление покажу. Допустим, спинку, да? Со стороны спины, если взять, накладываем сюда. Тут есть, смотрите, вакуум. Нажимаете на вакуум. И он вот так вот говорит. Тут можно еще его прогреть. Инфракрасный. И вот таким способом всасывается хорошенечко и проводится по всей спине. Очень хорошая вещь. Как долго им надо пользоваться? Сколько-то дней, наверное, да? Тут нет такого сколько-то дней, это же массажер, поэтому можно, когда вот мышцы начинают болеть, можно использовать. Также сейчас очень актуальны электростимуляторы, вот такие электромиостимуляторы, которые импульсный ток. Вообще первый раз такое вижу. Да? Что такое с ним? Накладывается на мышцы. Она имеет вот такие вот... Индикаторы. Нет, это... я накладываю вот эти вот накладки. Да, вот где болит, шея болит, допустим, на шейный отдел наложили или поясница, и включаете здесь токи, импульсные токи, низкочастотные. Очень хорошо тоже снимает спазм, улучшает кровоснабжение, питание, и тем самым улучшает питание и позвоночника, позвонков. То есть, получается, мы можем в домашних условиях помогать себе сами, но для этого мы должны вначале проконсультироваться у врача, да? Да. Желательно проконсультироваться у врача, там выявить, есть ли противопоказания, потому что сейчас очень много используется в домашних условиях без консультации врача. Потом у них начинает, если, допустим, зоб узловой есть, тоже нельзя, не рекомендуется физиолечение. Вообще ничего не рекомендуется, потому что всякая стимуляция, всякая физиотерапия, она стимулирует кровоток в общем. Если у нас стимулируется кровообращение, вот даже если какая-то онкология есть, зоб есть, узловой киста, если она не начинает расти, тоже питаются этим, улучшается там кровоток,
и может как-то хуже стать человеку. Я чуть-чуть порассуждаю как дилетант. Да? Насколько я понимаю, проблема вообще у многих нас то, что кислород не попадает в организм, да, то есть вот с гемоглобином, и поэтому не питаются хорошо наши внутренние органы, да, и поэтому из-за дегидратации и из-за, не знаю, какие-то неправильные слова, по-моему, говорю, да, то есть... Из-за спазм сосудов, спазм капилляров, и кислород не попадает в участки каких-то тканей. Мне очень интересно то, что вы рассказываете, и я вспомнила такую шутку, есть же такое, что когда пожелания крепкого здоровья становятся актуальными для тебя, значит, ты стареешь, да? Но на самом деле здоровье, оно актуально в любое время жизни, да? И вот как не допустить того, чтобы как можно дольше не болеть, чтобы функции организма не ухудшались, как сохранить здоровье. Дайте, пожалуйста, советы. Да, здоровье. Да, подождите, пожалуйста, сейчас у нас звонок. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, где вы находитесь, какой реабилитационный центр? Их же несколько. А вас какой интересует, детский или взрослый? Взрослый, 66 лет. Взрослая реабилитация находится, вот где я работаю, на Чайковского 117, дробь 2. На Чайковского? Да. Ага. И Чайковского... А там как принимают? Это целый день там находиться надо или... Нет, там целый день не надо находиться, амбулаторный прием есть. Назначается лечение, реабилитация, да, это массаж, физиолечение и лечебная физкультура. Вы там находитесь примерно 1,5-2 часа максимум. Там есть еще стационар, второй этаж стационар. Там уже те, которые лежат 2 недели лечатся, и есть амбулаторные. Куда попасть? Что нужно? Направление или что? Откуда? Направление берете у участкового терапевта или невролога, либо ортопеда. Запись электронная через программу «Медведь» в больницах, в поликлиниках знают. Да, спасибо за звонок. Мы же ответили, да, на ваш вопрос? Так, а мы продолжаем нашу беседу. В настоящее время здоровьем надо заниматься самостоятельно, потому что ответственность за свое здоровье человек в первую очередь должен взять на себя сам. А медицина вот для оздоровления только 20% роли играет, 10% у нас роль играет генетика, и 20% у нас играет роль, значит, экология. А остальные 50% зависит только от человека. Будет он здоров или он будет болеть. Да. От своей ответственности и самодисциплины. Да. Поэтому питание, нормальный сон, избегание стрессов, физическая активность, все это вкупе у нас вот эти 50% здоровья нам дают. Поэтому в любом возрасте человек, который вот решился заняться своим здоровьем, он у нас обязан уже начинать беспокоиться о своем здоровье и что-то делать для себя, а не ждать врачей, еще кого-то там, ругаться на экологию, на всякие Еще хочу дополнить, что фундаментом здоровья является вообще стопа, да, фундамент организма является стопа, потому что мы на него стоим. И мы стоим на стопах, да, на пятках стоим, и в зависимости, если у нас плоскостопие, неправильная установка свода стопы, да, зависит весь наш организм, потому что стопа полностью напрямую связана с позвоночником. И с головным мозгом. И с головным мозгом. Не зря же говорят, что пятки у нас прикреплены к затылку. Да? Это у нас такая прямая линия, прямая связь. И если у нас стопа неправильно сформирована, то у нас идет перераспределение неправильной нагрузки, да? Тогда у нас сыпятся уже коленные суставы, тазобедренные суставы, поясничный отдел, позвоночник. Позвоночник у нас имеет физиологические изгибы, о которых мы забываем, да, и которые они при ходьбе, при беге амортизируются. Так же, да? Как и вот такой вот изгиб. Так, друзья, мы продолжим после короткой рекламы. Пожалуйста, возвращайтесь к нам. У нас будут практические советы по красоте. Будет самомассаж и эстетическое тейпирование.
друзья, мы продолжаем нашу передачу. И сегодня говорим о красоте и здоровье. Хочу напомнить, что за режиссерским пультом Мария Новгородова, Николай Слепцов-Айдын и Светлана Вишнякова. Первый блок мы закончили стопой, что стопа является фундаментом нашего организма. И, Аиза, пожалуйста, продолжайте эту интересную тему. Стопу надо восстанавливать уже с младенчества. Сейчас у нас очень много детей, которые с плоскостопием, плосковальгусные стопы, и люди думают, что это вот такая патология. Но на самом деле это вот незрелость стопы. Стопу мы должны развивать, и природа нас создавала для того, чтобы люди ходили по земле. Земля неровная. И вот ходит земля, камушки, песок, и стопы у людей развиваются. Сейчас у нас поверхности плоские, твердые, ботиночки одеваем удобные, и все. И в этих ботиночках у нас стопа не развивается. И вот незрелые ножки ребенка вот такими вырастают, с незрелыми ножками. Поэтому проблемы с позвоночником, проблемы с суставами. И люди не понимают, да, вот до среднего возраста доживают, и начинаются вот эти проблемы. Но они не связывают это с тем, что у них плоскостопие, еще что-то. И изгибы не вырабатываются позвоночника, да. И они все созданы для того, чтобы амортизировать и уменьшать удары при ходьбе, при беге, чтобы микротравм вот в суставах. Хорошо, и тогда как мы разрабатываем стопу? Так, детскую стопу, значит, мы разрабатываем постоянными движениями. Стопа у нас должна работать. Ребенок у нас должен ходить по неровной земле. Если такой возможности нету, берем разные ортопедические коврики. Поверхности у них вот такие разной высоты, да, имитируют вот неровную землю, и каждый день мы по ней ходим и на носочках, и на пятках, на наружных краях стоп. Потом вот такие массажные ежики есть. Сидим и катаем стопками, и стопа у нас работает. Тут очень много на стопе мелких мышц, которые мы стимулируем. И вырабатываем своды стопы. Вот такие специальные массажеры для стоп есть. В любом возрасте можно начинать. В любом возрасте начинать. Вот как мы решили, так и начинаем. С утра, если даже у кого стопа не болит, встаем и ножками туда-сюда катаем, массируем, и у нас такой бодрый день начинается. Для детей с плоскостопием, с плосковальгусными стопами очень хорошо вот такие полусферы. Мы на них уже стоим и такую позу коррекции ребенка двумя ножками, и ножки у нас стоят правильно. Вот в таком положении. А взрослому, да, у которого уже окостенение произошло, что делать? Стопу уже не разработать. Тогда на помощь к нам идут уже стельки. У кого плоскостопие, плосковальгусные стопы, стельки одеваем рессорного типа, это самые лучшие, которые амортизацию при ходьбе за вас делает эта стелька. Она уже имеет такие изгибы, как этот свод стопы, да, арку уже имеет. И когда человек одевает, и вот эта арка вместо его ноги начинает амортизировать. И уже проблем с позвоночником, суставами уже не будет. Хорошо, расскажите, вот вы сказали аэро-йога. Что это такое и для чего используется? Аэро-йога. У меня специализация по реабилитационной аэро-йоге. Это, значит, занятие растяжками на специальном гамаке реабилитационном. Растягиваем конечности, растягиваем позвоночник. Все мышцы у нас работают. На весу работаем. При каких заболеваниях она используется? Вы как раз показывают, да, видимо? Это у нас при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, при заболеваниях мышц, при заболеваниях позвоночника. Вы растягиваете человека? Да, растягиваемся, находим постуральный контроль, равновесие, координация. Вот мозг тоже развивается, питание, кстати, да? Хорошо, а давайте продолжим про вот пиявки. Ой, страшно прямо. Когда вы их используете? Пиявочки – это лечение. Ой, у меня не работает, да? Работает. Пиявки – это герудотерапия – это лечение вот медицинскими пиявками. Они выращиваются в биофабрике в городе Санкт-Петербурге. Мы оттуда заказываем их. Они абсолютно одноразовые. Да, второй раз мы их не используем, потому что некоторые очень боятся, что их используют многократно.
Это не больно, это когда кусается пиявка, это как укус комара, для какого-то насекомого, потом он выделяет Смотрите, кровь. как раз вот показывают. Да, это вот косметические пиявки для омоложения, подтяжки лица. Тоже делаем. Для этого используются мини-пиявочки, да, нитевидные. На лицо ставим по овалу лица. Хорошо, ладно, это для красоты, а для здоровья вот для здоровья, да. Ужасные видео пошли на ноги. Пиявки имеют в слюне герудин, да, фермент, который впрыскивают в кровь. И вот этот герудин она разжижает кровь, лизирует тромбы, улучшает кровообращение. Сколько пользы-то? А какие противопоказания есть? Противопоказания – это когда гемоглобин ниже 100, анемия, если, да. Онкология тоже противопоказана. Ну и в принципе анемия всё. Почему? Потому что много крови? Потому что кровотечение после того, как поставили, постпиявочное кровотечение в течение 4-5. Куда вы поставили? Это вот пиявки я совмещаю иногда с кровопусканием баночным, да, тоже очень эффективно. Быстро обезболивает, хорошо спазмы снимает, улучшает кровоток. И поэтому я люблю вот так комбинировать. Кровопускание с пиявками. Это тоже на Чайковского, да, происходит? Нет, это я делаю в Триумфе. Ну, понятно. Лично. Хорошо. Друзья, если кому интересно, можете позвонить и оставить свои номера, и Кристина Семеновна и Аиза Владимировна могут потом вам перезвонить. Да. Окей. Так, дальше. Давайте перейдем к самому вкусному, на мой взгляд, к тейпированию. Расскажите, есть, я так поняла, терапевтическое и эстетическое тейпирование. Да. Расскажите про эти разновидности. Терапевтическое тейпирование, оно с лечебной целью используется для поддержания суставов, для поддержания позвоночника, улучшения кровотока, ну вот как на спину, например. Вот, у многих же спина болит. У многих спина болит. У меня, например. Поэтому мне интересно. Да, это очень такая быстрая, легкая, самая простая аппликация. Мы разрезаем вот такие вот два одинаковых отрезка, да, закругляем края, примерно длина сколько, 15 сантиметров, 20-15 это, да? 15-20, в зависимости, где у вас болит поясница, грудное отдел. Можно вообще вдоль всего позвоночника приклеить, но самое главное, когда вы накладываете тейпы, не растягивать тейп. Не позвоночник. Потому что растягиваем. Я-то думала, ее надо прямо вот так вот растянуть и наклеить. Тейп сам очень такой эластичный, тянется в одну сторону, да? Куда показывать? В сторону не тянется. Вширь она не тянется. Мы клеим вдоль позвоночника и вообще не тянем. Мы кожу человека растягиваем. Неправильно накладывают, потом получают такие нежелательные результаты. Гармошкой как раз должно быть. Давайте я покажу вот на Изе примерно, как можно сделать. Короче, надо сесть и максимально растянуть. Максимально мы должны растянуть вот мышцы спину. Это мы наклоняемся. Сколько может человек наклониться. Наклонились. Наклонились. Ну, наверное, да, Нет, просто покажите как. Да. Накладываем снизу вверх, да? Снизу вверх. Положили вот сюда. Вот тут позвоночник, вот эта мышца, да? Да. И вот так вот просто с обеих сторон позвонка. С обеих сторон вот так наложили. И когда человек выпрямляется, вот этот тейп, он вот кожу как будто на себя налепил и вытягивает туда, наружу. Тут складки появляются. Появляются такие складки, называются конволюции. Складки появляются. И они оттягивают кожу от позвоночника туда. И появляется пространство для кровообращения, для лимфооттока. И сразу же на этом месте кровотоку, да? Улучшать кровоток. Улучшает кровоток, лимфа вся уходит. На какой период мы ставим и сколько дней? Ставится он до 5 дней. На 5 дней. И по сколько времени в день? Нет, просто поставили и на 5 дней вот так же ходите с тейпами. Один раз поставили. Можно принимать душ, потому что они влагостойкие, не промокают. Да, душ можно принимать. Значит, мы используем, когда боли, или не обязательно? Можно в любой момент когда боли используем. Когда проблемы есть, используем. Когда просто боли нету, но у вас есть, например, грыжа. Очень много есть аппликаций, есть противоотечные, да, обезболивающие аппликации, поддерживающие. Хорошо, красавицы мои, у нас время ограниченное, давайте перейдемте к вкусному, да, к эстетическому тейпированию.
Давайте на Все хотят быть красивыми. Эстетическое тейпирование мы начинаем прямо с лимфодренажа, да? Да. Это вот такие вот, мы уже приготовили. А давайте вот осьминожки. всем эти осьминожки раздайте. Вот они вот такие. Вот тейп мы берем и разрезаем на 4 такие... На 3, на 4. Да, на 3, на 4 ножки. Ножки, да, правильно? Ножки, ага. Так, дальше как делаем? Смотрите. Это клей на мне. Давайте так заклеим. Когда Чтобы клеим снять на лицо, отеки. это на для глаз. снятия отеков. Тоже. Давайте с глаз тоже начнем. Так, подождите-ка, вы натягиваете кожу или тейп? Нет, Сначала просто наклеили. Ага, просто Кусочек, вот да. основу наклеили. Основу наклеили, сняли с одной вот полосочки Так, бумажку, ага, нажали на якорь, Ага. натянули сюда Растягиваем кожу. Ага. а тейп сам не тянем. Растягиваем. ага. И вот так шажочками, ходим. шажочками. Так, Вот так Тоже клеим. должна появиться конволюция. Вот, Вот волны. видно, да? Так, Такая еще волна должна получиться. хорошо, дальше, чтобы Дальше. более то же четко самое. понять. Мне прям очень хочется натянуть этот тейп. Тейп Ни в коем не случае, натягиваем, да? натягивается при случае, когда мы хотим что-то зафиксировать. Допустим, сустав стабилизировать, Вы тогда сейчас на натягиваем. якорь опять нажимаете, да? На якорь тяну. Ага, наверх вот тянете и вот так вот. Мгм. А тейп сам не натягивается. Хорошо. Мгм. Так, Вот таким образом. хорошо. Значит, каждый может самостоятельно Да, это сама сделать? Да. может. Так, Перед вот давайте-ка зеркалом. я попробую-ка. Вот я наложила. Помоги-ка. Ага, вот я наложила. Вот не вниз, а вот это должно смотреть Ага. в эту сторону. Так, Всё, Тяну? положила. тяну же? Мгм. Просто мы сейчас убираем. Надо было показать. Подложка убирается с якоря. Ага. Все. И держишь. Угу. Растягиваешь туда сзади. Да. Ага. А тейп сам не растягивается, он просто Перед накладывается. зеркалом вам удобно будет. Раз, Угу. 2, 3. Это может делать каждый. Сначала, конечно, нужно проверить на аллергичность, потому что у многих бывает раздражение на тейпы. Для этого мы кусочек клеим сначала вот под челюстную область на 2 часа и смотрим, есть ли гиперемика или нет. Кстати, у меня вопрос по самомассажу. Если я делаю массаж шеи, да, Да. то я вниз должна делать или вверх? Как-то Массаж распутаюсь. шеи вот по бокам, грудино-ключица-цевитная мышца вниз Ага, идет, да? ага. А вот спереди туда вверх идет. А я должна вот так наверх Да, делать, наверх, а здесь вниз. а здесь вниз, а я наоборот. Да, и делаю. массаж начинать вот с активации подключичных лимфоузлов, Ага. надключичных лимфоузлов, около ушных. Волны появились. Ага. Так, вот так. а я сейчас на Кристине сделаю. Ой, манна. А у меня вот тут короткие, Давай возьми вот эту. а вот это. Так, чтобы научиться. Ножки. Окей, покажи. я, значит, я беру вот этот так. вот якорь. Нет, сначала ножки тоже разрезаешь. Ну, вот так вот. Да, да, Ага, да, чтобы да, каждая правильно. ножка, да, оторвалась. Чтобы каждая ножка оторвалась. Да. Вот. Значит, Лимфоузлы, потом я... вот здесь скопление. Ага, около я ушей. вот просто положила. Да. Положила. Положили. Дальше натягиваю этот якорь, так называемый, Да. и просто накладываю вот так вот одну ножку. Можно вот так сюда. Ну, Ага, предположим, вот да. так. Хоть куда можно, да, Ага, направить. наложила. Опять тяну Натягиваешь к виску. Мгм. Просто Растягивай. положила. Да. Мгм, правильно. Вот так. Ну, красота же. Красота. Ага. И сколько Вот так дней? можно на какой ночь. красотой мне хоть? 8 часов, не больше 8 Максимум часов 8 на лице, часов. поэтому на ночь клеится. Мы делаем его на ночь, делаем себе такую аппликацию и засыпаем. И утром просыпаемся красивые, Ну, без отлично. отеков, Мгм. без Тогда морщин. отеков нет. Вы знаете, я мелких. хочу еще что сказать. Да, вот девушки не только профессиональны, высокопрофессиональны и любят свою работу, но также обладают очень большим и добрым сердцем. Девушки являются ангелами добра в нашем проекте. И я хочу
вручить такое благодарственное письмо от нашего проекта Кристине Семеновне Гаврилевой, ангелу добра. Буквально вот на днях Кристина Семеновна провела мастер-класс по тейпированию, самомассажу для глухих людей нашего города. Мероприятие сопровождалось сурдопереводом, было организовано совместно с территориальным отделением Всероссийского общества глухих, за что большое спасибо Ульяне Павловне и Марии Юрьевне. Пожалуйста, это Ой, вам. спасибо. Да, Спасибо. а Иза также проходила, также является уже. ангелом добра и проводила межсуставную гимнастику, да, Суставную гимнастику для слепых детей. Да, для слепых детей, и также активно участвуют в жизни проекта, и также у нас будут другие еще мероприятия, я уверена. Так, тогда самомассаж лица. Мы начинаем С проработки отсюда. Проработки подключичных лимфоузлов, мышц шеи обязательно. Потом шея. Обязательно. Сколько раз надо вот промассировать? По 7 раз обычно. По 7 раз. 7 движений, да, для женщин. Мышцы затылка. Затылок. Затылок. Надушные вот эти вот мышцы, Здесь да, вот. передняя, средняя, задняя, надушная мышца. Обязательно. И Потом? прорабатываем вот эти лимфоузлы. Вот так вот. Околоушные. Тоже да. наверх. Вверх, вниз, вверх-вниз. да. И только потом уже начинаем уши. работать. Уши обязательно. Все забывают про уши, никто ими не занимается, никто их даже не трогает, да, и они прямо у нас засыхают, да, костенеют. Поэтому массируем вот так все прямо, прорабатываем. Вперед, назад, да? Это потом упражнения делаем вперед, назад. Круговые движения. Это я как ученица, как у меня была на мастер-классе, да, Кристина. обязательно, потому что оно тоже крепится же вот к этому. И потом уже начинаем массаж лица, начинаем от центра и туда к периферии идем. Туда, лоб идет как веером, туда, да, глазки идут сверху так. Хорошо, так. друзья, мы с вами сегодня поделились практическими советами и надеемся, что они вам принесут здоровье, бодрость и красоту каждый день. Пожалуйста, подключайтесь всегда на эфир «Якутск сегодня», а сейчас краткая наша реклама.